Раздают сладкие гостинцы волонтеры, несмотря на сложившуюся эпидситуацию. Сегодня они поздравляют семьи, оказавшиеся в трудном положении. Особое внимание уделяется детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям с ограниченными возможностями здоровья, а также сиротам. Такой оказалась семья Ханиевых. Живет семья из 6 девочек без отца в маленьком вагончике. По соседству с ними проживают Гагиевы. Дети подарков явно не ждали, даже стихи не подготовили. Однако просто поблагодарить им показалось мало, и ребята решили его прочесть. Им отвага, верность, человечность, дух могучий сразу видит вас, а достойный отмечает вечность, лучший и великий среди нас. Искренность и преданность народу, пусть кто к свету ингушей ведет. Подарки – это всегда радостное событие, а к Новому году еще и долгожданное. Больше детей радуются их мамы. По словам одной из них, приятно осознавать, что о тебе помнят и оказывают такое трепетное внимание. В одной комнате я уже 3 года здесь живу, с 3 детьми. Дальше президент Аквабл Сахал, не могу жмяршли волмас, бусупсак, арбякам не кидал мялях волпасим, Сахал. В семье Аушевых 12 детей. Гостей встречают ребятишки, которые мигом выбегают на улицу. Самые робкие остались дома. Впрочем, без подарков никого не оставят. Они в надежных руках сестры. Из-за волнения рассказать стих детишки не смогли. Живет многодетная семья в маленьком домике, в тесноте да не в обиде, как признается мама. Раздают сладкие наборы с 29 по 31 декабря. По указу главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова всего планируют подарить около 3000 сладких сундучков. Охватили также весь пригородный район. Вчера, к примеру, волонтеры раздали около 600 подарков. В их числе оказалась и семья Яндиевых. Раньше они жили в вагончике. Год назад, благодаря благотворительному фонду, им построили дом вместе с мебелью. Так что встретят они Новый год не только со сладостями, но и в новом жилье. Большое спасибо главе нашей республики Ингушетии Килиматову Махмуду Али Макашариповичу. Огромное спасибо за то, что детей порадовал подарками. И еще я хочу огромное спасибо сказать Аушеву Осману. Благодаря ему вот эту зиму мы в теплом доме с ребенком. Вот. И тем людям, которые помогли, которые каждый, как говорится, частицу помог нам, чтобы вот мы как-то обустроили дом. Это далеко не последняя акция, проводимая для детей в преддверии Нового года. Забота о детях и семьях, которые нуждаются в помощи и в простом человеческом участии – это добрая традиция, которую в регионе активно подхватили в различных министерствах, ведомствах и организациях. Хава Газикова, Магомед Белакиев, Новости 24.